Этот фильм расскажет вам об одной из 16 равноправных и свободных республик Великого Советского Союза, о солнечной Киргизии. На далеком юго-востоке нашей Родины, в высоких горах и цветущих долинах Тянь-Шаня и Памир-Алая, живет киргизский народ, который в единой, дружной, сплоченной и вечной семье советских народов под знаменем Ленина, под водительством великого Сталина построили могучую социалистическую державу, в боях Отечественной войны отстояли честь и независимость Родины и идут к новым победам коммунизма в нашей стране. На празднике акины воспевали дружбу народов Великого Советского Союза. Акины вспоминали, как дождевые капли собираются в ручьи сливаются в потоки в бурную реку, так с высокогорных аилов Тянь-Шаня, селений Чу и Таласа, со всех концов республики собирался подарок районам, пострадавшим от нашествия врага. Каждый колхоз, каждый дом, каждая семья вливали свою каплю в этот поток. «130 000 голов скота пошло на Украину, в Белоруссию, в Россию». Россия. Здесь был лютый враг. В вечную пустыню хотел он превратить эту землю. Но бессмертен народ. Уже под светлым небом освобожденной Родины стоят новые дома. Бессмертна дружба народов нашей страны. Мы братья навеки. На народный праздник к своим землякам приехала народная артистка республики Сайраки Избаева. Веками скитался в горах киргизский народ,
истекая кровью в неравной борьбе с чужеземным врагом. Хищные орды Чингисхана, шунгарских и ойротских властителей, каканских ханов гнали народ из цветущих долин в дикие горы. Горные ручьи были красные от крови, будто текли не из ледников, а из человеческого сердца. Небо было черное от дыма пожаров. Народ, угнетаемый баями, манапами и царскими слугами, скитался во тьме среди несметных сокровищ и умирал от голода. Только Великая Октябрьская социалистическая революция разбила все цепи и вывела киргизский народ на широкую и светлую дорогу, и он увидел прекрасное будущее. Под водительством Великой большевистской партии за годы советской власти Киргизия превратилась из отсталой окраины царской империи в передовую социалистическую республику. Словно облака, спустившиеся на склоны гор, твои стада, Киргизия. Через вечные снега колхозные чабаны перегоняют стада на приволье высокогорных пастбищ Жайло, где ежегодно выпасаются миллионы голов скота. Киргизия – республика передового социалистического животноводства. За последние десятилетия поголовье скота увеличилось вдвое, а в колхозах в 5 раз. Киргизия заняла первое место в соревновании республик и держит переходящее знамя Совета министров СССР. Знаменитый человек-кабан Сартбай Чингтеев. Вот заработанное честным колхозным трудом его собственное стадо — 152 овцы. Словно буйные ветры, твои табуны, Киргизия. В 1950 году на привольных горных пастбищах Киргизии будет около 500 000 лошадей. На Иссыкульском конном заводе. Слышала Германия топот твоих коней, Киргизия. 54 000 скакунов, выкормленных и выезженных тобой, несли через всю Россию и Европу бойцов советской армии к победе, и пили они воду из Эльбы, чтобы немецкие кони не пили воды из Иссыкуля.
лет сочились из ледников эти воды. Народ прибавлял к ним свои слезы, и потоки бурлили и шумели в горах, уносясь куда-то в синее море. Новые советские времена. На пути горных рек поднялись плотины, и не вода, а свет льется из ледников Тянь-Шаня и Памир-Алая. На всю старую Киргизию был один жалкий движок в Бишкеке. Теперь 150 новых электростанций. А в дебрях гор, где лишь совсем недавно электрическая лампочка была легендой, на малых речках сельские гидростанции. И однажды, когда вечерело, в колхозе имени Ворошилова, готов, даю! Эти огни Ленин видел из Кремля в 1920 году. «Хозяин воды, хозяин жизни», гласит восточная поговорка. Вода была байская. За каплю воды с бедняка ведро пота. Большевики пробили скалы, прорыли каналы, воздвигли плотины по планам сталинских пятилеток. Расцвела мертвая земля. Вот золотые плоды, выращенные великим садовником. Не имела старая Киргизия дорог, только вьючные тропы велись по горным хребтам и карнизам скал. Тысячи лет лежал на дороге этот валун, и тысячи лет его объезжали. Крупнейший мост старой Киргизии. Тут раньше не могли разъехаться два вьючных осла, и когда в горных селениях слышали отчаянный рев, говорили: встретились. Прорубленные в скалах, пробитые в горах, через вечные снега, бурные реки, во все стороны разлетелись 10 тысяч километров шоссейных и автомобильных дорог.
Пришел в горы поезд. Просыпайтесь, горы, от векового сна. Раскрывайте железные ворота своих несметных сокровищ. Будто ласточкино гнездо, врубленное в горы на высоте 2400 метров, обогатительная фабрика свинцово-цинкового рудника «Актюз». Пришел в горы советский человек. Больше четверти века назад товарищ Сталин указывал, что главная задача национальной политики советского государства состоит в том, чтобы трудовым массам отсталых народностей облегчить хозяйственное, политическое и культурное преуспеяние, дать им возможность догнать ушедшую вперед центральную пролетарскую Россию. В Киргизии не было ни одного завода, фабрики, крупной шахты или рудника, ни одной современной машины. С помощью братского великого русского народа за годы сталинских пятилеток в Киргизии создана развитая промышленность, воздвигнуты сотни заводов, рудников, шахт, и в 300 раз увеличилась промышленная продукция республики по сравнению с 1913 годом. Юг Киргизии. От Берлина до артели Семап. Но здесь, в непроходимых горах, на высоте 4000 метров, простые скромные советские люди из артели Семап вручную добывали. За сотни километров из дебрей гор идет ртуть железной дороги. Киргизия занимает второе место в Союзе по добыче ртути. В Хайдаркане построен крупнейший ртутный комбинат. Эти машины сделаны на заводах Ленинграда, Днепропетровска, Свердловска руками русских и украинских рабочих. Баллоны с ртутью готовы к отправке на заводы страны. В годы советской власти построены мощные механизированные шахты.